Перед инаугурацией вновь избранный президент Рауль Хаджинба и вице-президент Аслан Барцыц возложили цветы к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в Ишере. Инаугурация президента Республики Абхазия началась в 12 часов дня в Большом зале заседаний Кабинета министров. Официальную церемонию открыл спикер Народного собрания Валерий Кварчия. Позвольте от имени всего нашего народа сердечно поблагодарить всех друзей Абхазии и выразить уверенность в нерушимости тесных, плодотворных братских отношений между нами. Церемония вступления в должность избранного президента Республики Абхазия Рауля Джумковича Хаджинба объявляется открытой. Вновь избранный президент республики Рауль Хаджинба принес присягу на Конституции Абхазии. Таубазвоит, сымч сылша, схысықшыл, сыпстазаразыге, сыпсадгел, суажлар, рымац аура ишазысква. Сыжлар ирымтаны, снабачы иқалу амчра, хюнткарра а Конституция, ехети уи амш, вацпи уи апейпш, рыхчарызы, схы ишасырхо. Жлар рылых соуайт, ипшо абрехыккы, сацхацны саныгала. Ян чаду сухойт, сыпсадгелы, суажлари, рымац аурачы амчры, алшары, сутарц. Спикер парламента Валерий Кварчия передал Раулю Хаджинба атрибуты власти: президентский штандарт, печать с изображением на ней государственного герба с надписью «Президент Республики Абхазия», шашку, символизирующую роль президента как главнокомандующего вооруженными силами, и национальный абхазский посох «Алабаща» как символ государственной мудрости. С этого момента Рауль Хаджинба официально вступил в должность президента Республики Абхазия. Глава государства обратился к собравшимся с торжественной речью. Дорогие друзья, вновь вступая в должность президента Республики Абхазия, я осознаю возросший груз ответственности перед народом за дальнейшую реализацию начатых реформ и позитивных изменений, доведение их до очевидных всем результатов. За прошедшие годы было сделано немало. Нам удалось запустить целый комплекс преобразований. Выборы показали, что, несмотря на множество противоречий, нам удалось сохранить главное – стабильность и спокойствие. Мы стали более зрелым, более ответственным обществом, подчеркнул вновь избранный президент Абхазии. Я хочу призвать всех, каждого из нас, не спрашивать, что Абхазия может сделать для вас, а спросить, что мы, каждый из нас,
может сделать для Абхазии. Нам необходимы квалифицированные кадры, нужны новые, яркие, прорывные идеи. Мы пользуемся абсолютной поддержкой Российской Федерации. В рамках реализации договора о союзничестве и стратегическом партнерстве достигнут значительный прогресс в сфере социально-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития инфраструктуры, укрепления общего контура обороны и безопасности, совместных внешнеполитических усилий, взаимодействия в области культуры, науки и образования. Укрепляется договорно-правовая база абхазо-российских отношений. Сегодня мы активно работаем над развитием морского и воздушного сообщения между двумя странами. Вектор на сближение с Россией незыблем и непоколебим. Абхазия остается важным игроком в процессе укрепления стабильности и безопасности в Кавказском регионе. Будем делать все для дальнейшего наполнения союзнических абхазо-российских отношений полезным для народов двух стран содержанием. Большой зал Кабинета министров Абхазии собрал представителей со всех районов страны. Здесь видны общественные и политические, научные и культурные деятели. Поздравить главу государства и народ в республику приехали высокопоставленные гости. Среди них руководители стран, представители различных ветвей власти, иностранных государств, главы представительских и иных органов. Народ вновь доверил полномочия президента Раулю Джумковичу Хаджимба. Голосование на состоявшихся выборах подвело итоги его деятельности, показав, что большинство избирателей, как и прежде, связывает с его именем перспективу дальнейшего поступательного развития страны. В пользу кандидатуры Рауля Джумковича Хаджимба говорила репутация целеустремленного, опытного и взвешенного руководителя, который не только прекрасно знает все стратегические задачи абхазской государственности, но и имеет четкое видение их решения. Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ольга Тимофеева поздравила Рауля Хаджимба со вступлением в должность. Москва рассчитывает на укрепление и развитие отношений между нашими странами, подчеркнула она. Признав 11 лет назад, в августе 2008 года, независимость Абхазии, наша страна гарантировала безопасность и суверенитет республики. Мы содействовали поступательному социально-экономическому развитию страны. С нашим участием в Абхазии реализуются многочисленные масштабные инвестиционные проекты, так будет и дальше. Республика Абхазия прошла очень большой путь в становлении государственности, институтов власти, развития национальной экономики, международных связей, науки, культуры. Со своей стороны Россия продолжит оказывать братскому абхазскому народу содействие в решении актуальных задач в экономике, обеспечении безопасности в регионе Южного Кавказа, укреплении международных позиций республики. Желаю вам, уважаемый Рауль Джумкович, новых успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья, благополучия, всему абхазскому народу и каждому из вас, сидящим в этом зале, мира и процветания. Лучшим свидетельством того, что вы обладаете народным доверием, служит ваше переизбрание на пост главы государства, отметил министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, обращаясь к Раулю Хаджимба. Сделано многое, но необходимо сделать еще больше. И в этой работе Абхазия всегда может рассчитывать на Россию и, в частности, на Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа. Уважаемый Рауль Джумкович, хочу пожелать вам и всему народу Абхазии успехов и благополучия. В 2019 году в должность вступила посол Республики Никарагуа в Абхазии Альба Асусена Торрес Мехия. Также присутствовала на инаугурации. Несмотря на территориальное расположение, наши народы близки друг к другу, отметила госпожа посол. Ваше превосходительство, господин президент, я приветствую вас от имени правительства примирения и национального единства Республики Никарагуа, президента-команданта Даниэля Ортеги Сааведры и вице-президента Росарио Мурильо от имени всего никарагуанского народа. Мы желаем, чтобы во время вашего пребывания на посту президента в Абхазии царили мир и процветание. Поздравительный адрес помощника президента России Владислава Суркова озвучил его коллега Алексей Филатов. Уважаемый Рауль Джумкович, примите мои поздравления с вступлением в должность президента Республики Абхазия. Вас по праву можно назвать авторитетным государственным деятелем республики, настоящим патриотом и верным союзником России. За годы самоотверженного служения Отечеству вы многое сделали для развития Абхазии
и укрепления стратегических отношений между нашими государствами. Убежден, что высокие профессиональные качества, богатый опыт, ответственность и преданность долгу позволят вам эффективно решать сложные государственные задачи на благо своего народа, обеспечить дальнейшее развитие, благополучие и процветание республики. С поздравительным адресом прибыл и заместитель председателя Народного собрания Карачаево-Черкесской республики, большой друг Абхазии Муса Экзеков. Уважаемый Рауль Джумкович, от имени многонационального народа Карачаево-Черкесии и от себя лично поздравляю вас со вступлением в должность президента Республики Абхазия. Ваша убедительная победа на президентских выборах свидетельствует о доверии абхазского народа и признании ваших заслуг. Ваш профессионализм, знания, опыт мудрого политика и хозяйственника снискали уважение ваших сторонников и единомышленников. Пожелания мира, добра и процветания нашей республики по очереди озвучивали представители различных политических и общественных организаций. Этот значимый с исторической точки зрения день действительно собрал в Абхазии небезразличных к будущему нашей страны людей. Амелия Бисмарк, Томас Чиковани, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.